بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Маулид, он должен быть каждый день для нас. Потому что салават говорить каждый день надо. Каждый день салават говорим в намазе. Когда дуа читаем, тоже салават говорим. Когда даже дуа мы начинаем, мы говорим салавата. Значит, восславляем Аллаха, говорим салават посланнику, потом читаем дуа. Это тартиб такой. И дуа, иншаллах, будет принято. В общем, если говорить о Мавлиде, во времена наших прадедов, а также вот сегодня, например, очень в мире распространено собираться в мечетях, читать Мавлиды, говоря салаваты посланнику Аллаха. Очень много салаваты говорится, читаются нашиды, читаются стихи для того, чтобы показать милость Аллаха людям, стихи о пророке, о его достоинстве, о его миссии, рассказывается о его жизни, кто он был, как он жил, для чего он жил, для того, чтобы люди брали в себе пример, как он, например, так элементарно, как он, например, кушал, ел, спал, отдыхал, проводил время со своими детьми, женами, как он с людьми общался, какой он был мягок. Аллах Субхану ва Тааля же в Коране сам говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Лакад кана фи расулиллахи усватун хасана. Поистине в посланнике есть для вас пример. Вот для того, чтобы напомнить людям об этом, что величайший пример – это посланник Аллаха, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Что это величайшее, самое лучшее создание Аллаха. Сам Аллах об этом говорит. В Коране, если мы обратим внимание, есть очень прекрасный аят: «Иннака ла'аля хулукин азим». Поистине ты обладатель великого нрава. Но лучше его нет просто. Он своим нравом людей призвал к исламу. Если вы обратите внимание в хадисах, где именно описываются его слова, то они очень короткие. Не сахабы, которые рассказывают целые истории там, а именно сами слова посланника Аллаха. Они очень короткие. Посланник Аллаха говорил очень коротко, ясно. И в этих словах были великие значения, смыслы, даже которые некоторые вообще не понимали. Но он много раз, как вы говорите, не говорил, он призывал своим нравом. Достаточно было людям посмотреть на него, достаточно было посмотреть, как он себя ведет. Люди принимали ислам. Поэтому мы должны взять его для себя как примером и объяснять людям об этом. И посланник Аллаха сам об этом подчеркивал всегда. «Бу'исту утаммима макарим аль-ахлак». Я был послан для того, чтобы завершить нравы, великие нравы. И акцент нужно ставить именно на то, чтобы люди должны меняться именно в эту сторону, в этом направлении. То есть исправлять свой нрав, характер в лучшую сторону, становиться быть как посланник Аллаха. И в судный день люди спасутся именно те, которые обладали хорошим нравом. Об этом сам посланник Аллаха говорит. Когда у Али радийаллаху анху спросили, что имеет в виду Аллах в этом аяте, то здесь говорится: ты обладаешь великим нравом. Что имеет в виду Аллах под словом «великий»? Али радийаллаху анху сказал: посмотрите на эти небеса, на землю, на вселенную. Это для нас кажется как бы огромным и великим. Но это все Аллах назвал малым. Маленькая это дунья. Если это огромная дунья, Аллах об этом говорит, что она маленькая, а что вы думаете о том, если Аллах сказал о ком-то великий? Представляете, какой дараджа у посланника Аллаха? Так почему мы не должны о нем больше говорить, читать ему салаваты, тем более в его месяц рождения? Понятно, спасибо большое. Джазакумуллах хайр.